Весна идет, весне дорогу расчищают тракторами и чернением снега. Остается всего около 10 дней, чтобы муниципалитеты успели подготовиться к весеннему паводку. Снега в этом году рекордное количество. В вероятную зону подтопления только в Казани попадает 12,5 квадратных километров. Жителям большинства городских поселков приходится вдвое, а то и втрое больше махать лопатой. Впрочем, техника работает и в самых проблемных местах, откуда может буквально хлынуть вода. Главное управление МЧС по Республике Татарстан уже провело командно-штабные учения по реагированию и проведению эвакуации людей в пункты временного содержания. Определена группировка сил и порядок информирования о противопаводковых мерах по всей республике. Татьяна Тимошенко узнавала, когда и куда потекут ручьи и превратятся ли они в реки. То, что вот снег чернеет сверху, это признак весны уже? Нет, в данном случае, конечно, это признак того, что это антропоген исключительно, и признак того, что у нас в самом начале этого месяца нет осадков. Снег измеряют высоту в тоннах и в количестве воды. При высоте снежного покрова средней 70 сантиметров на каждом квадратном метре поверхности нашей республики сейчас в снеге хранится около 200 литров. 200 литров – это стандартная ванная. Сколько выльется из сугробов одномоментно зависит от дружной весны. И это официальный термин. Пока что жители городских поселков берутся за лопаты. Было много до этого, но сейчас мало. Уже все убрали практически? Конечно. Своими руками? Своими руками. В поселке Дружба, где и заборов не видно из-за сугробов, работают семьями, освобождая крыши от снега. Устаем, а куда деваться? Зима есть зима. И силами тяжелой техники городские службы работают практически круглосуточно. От 60 до 80 тонн одна машина. Снег вывозят уже месяц. Задача перед городскими службами быть готовыми к любому развитию событий. Иллюзий никого не должно быть, и никаких вот на погодные условия, что будет снег ровно таять и благополучно уйдет по тем путям, которые положены, речки, впадая в Казанку, в Волгу. В зоне возможного подтопления в Казани почти 400 домов. Это 12,5 квадратных километров городской территории. Но на некоторых улицах городские службы проехать не могут из-за человеческого фактора. Столько улиц, когда вот у меня много фотографий, много всего, не может проехать ни самосвал, ни трактор. Люди вышли, начали нас палками у нас бросаться, помидорами. То есть это все, это реальная жизнь, понимаете? Вы нам мешаете спать, почему вы работаете? Вы должны работать днем, вы должны то, вы должны это. Среднесуточная нулевая температурная отметка как красная черта, и времени на борьбу с последствиями аномальных снегопадов этой зимы остается все меньше. Нам приходится с этим, так сказать, бороться максимально возможными методами, способами. Мы заготавливаем мешки с песком, мы открываем все ливнеприемники. Также основная работа – это вывоз снега. Чем будет меньше снега, тем меньше его растает. А вот ливневки-то, наверное, сейчас не докопаться до них во многих. Мы не докопаться, все правильно. Мы открываем, у нас есть техника специализированная. Где-то руки, где-то ручные работы производятся. Ломами люди вскрывают. То есть мы готовы. Готовятся и спасатели. Отработка эвакуации людей с воздуха и из-под тонкого льда. Снегоболотоходы, пожарные машины, скорые. В плановых учениях МЧС задействовали 154 человека и 37 единиц техники. Всего по республике в зоне подтопления могут оказаться 220 населенных пунктов Заволжья и Предкамья. И из-за повышения температуры следят на всех уровнях. Рустам Миниханов призвал муниципалитеты обратить внимание на дороги, мосты и гидротехнические сооружения. Мы должны очень внимательно, вот МЧС, муниципалитеты, везде все противопаводковые мероприятия должны быть подготовлены, и мы должны быстро, в случае чего, реагировать на те или иные ситуации. Особое внимание гидротехническим сооружениям. Самое главное, чтобы мы обеспечили безопасность здоровья наших граждан. Уже сейчас верховья рек вскрываются ото льда, тает под мостами и в местах сброса сточных вод. В муниципалитетах следят за оперативной обстановкой и готовы к ведению плана половодья. Есть и разработан, и осуществляется весь комплекс мероприятий
направленные на то, чтобы и люди, и животные, если мы говорим о сельскохозяйственных животных, были в определенное время эвакуированы. Для этого все спланировано. Есть пункты временного размещения как для людей, так и для сельскохозяйственных животных. Те, кто проживает в этих зонах подтопления постоянно, они и сами уже загодя готовятся к тому, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. Да, наверное, может им муниципалитет помочь в очистке снега, в вывозе снега. Но, допустим, еще с лета многие делают водопропускные канавы, оборудуют насыпные рвы с тем, чтобы вода отошла от их жилища. Чтобы не дать воде стать большой, везде по республике проводят чернение снега, чтобы растаял быстрее, и вырезают лед под мостами. Прогноз погоды пока дает преимущество техники перед силами природы. В ближайшую декаду мы точно не ждем интенсивного таяния. В ближайшую декаду будет аномально холодной. Холоднее нормы примерно на 3-4 градуса. Таким образом, это несколько вернет зиму в наш регион. Весна, несмотря на аномальность осадков и температур, должна прийти в свои сроки. На полную подготовку встречи ее остается около 3 недель. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней.